Ибир баян Мускаври национальностен шурдинже, кунда бирень баян Чуваш Республикинжи профессионал писатель зень, пайдажи зем, пал сывыш зем, щиравжи зем, Чуваш поэзень, кажи баян, расшири писатель зень, союзень, председатель Николай Федорович Иванов, хамаран баян Чуваш литературинжи палы ширав жизыне зигилме булдардымыр. Камзем хавзем дюрех. Анатолий Ильич Кибес Чуваш халық ширавжи, Альбина Юраду, Улька Эльмень, Раиса Воробьев, Светлана Гордеева, Дмитрий Суслин, Владимир Мишан, Владислав Николаев, Николай Ларионов, Кураторей Пуре Бундвады ширавжи, везем себе паян Чуваш литературине тваганзем дизе ширпенех калама булдарадов. Мускава килнивыл хамран Чуваш ширав жезем жинканамар, Мускавра Брунаган ендерсем жинде пилдерешле пулым. Мен жинде зене пирень хамран ендерсене манмаламар. Ыргач булды сире пурнеде, тогда вы сире бұлда жүлемезір, шақпанге эрнегун гачкине пиренбе бумака мутунажан. Да-да, именно так звучит по-чувашски «Ыргач пулдыр тусем». Добрый вечер, дорогие друзья! Вот так это будет на русском. Добрый вечер всем! Спасибо, что вы сегодня с нами. Спасибо, что нашли время. Понимаем, пятница, короткий день, много мероприятий, завтра Агадуй. Но вы с нами, и мы этому очень рады. Почему? Сами находимся в Москве, читаем стихи о Чебоксарах. Вы, наверное, уже поняли по нашим афишам, да. В преддверии знаменательных дат Чебоксарам, столице Чувашской Республики, в августе будет 550 лет. Кроме того, скоро мы отметим столетие образования Чувашской автономии. Но к тому же очень много у нас юбиляров, поэтов, писателей. Для нас, конечно, это в первую очередь наш гениальный поэт-трибун Михаил Сеспаль, Миши, которому 16 ноября этого года исполняется 120 лет со дня рождения будет. Поэтому мы не могли не приехать к вам, наши уважаемые москвичи, потому что мечтали и вы, и мы встретиться вот в таком писательском составе. Я по национальности русская, родилась в Чувашской республике и, конечно же, с большой любовью о Чуваше, о своей родине. Чуваша, как многолика ты, трудолюбива, искренна, красива. И все твои прекрасные черты народ твой отразил в поэзии правдиво. Ну, конечно же, немного о нас с вами. Какое счастье быть собой, когда в душе твоей покой, когда ты с разумом согласен, когда друзья с тобой в радость и в ненастье, когда ты любишь и любим, живешь в семье не один, когда на склоне своих лет потомкам можешь дать совет. Какое счастье быть собой, когда в душе твоей покой. Елена Светлая, спасибо, поэтесса, модератор, ендерсем. Нас на 1 января 2019 года в Чувашской республике проживало 1 миллион. Запомните, 1 миллион 223 тысячи 524 человека. 1 миллион да их черчирим бижибинди, пилик черчирим 20. Потому что все поездки, которые здесь у нас происходят, наши встречи с чувашской диаспорой, они всегда оставляют на сердце очень приятные, теплые воспоминания. А именно, когда отмечали 90-летие со дня рождения Михаила Сеспаля, у нас был очень хороший праздник. Затем мы отмечали 70 лет со дня рождения Андриана Григорьевича Николаева. Помните, наверное, да? Великолепный был праздник. Я там, конечно, исполнила стихотворение, посвященное нашему Андрею. Бурна жилешься голодца, как тебе старики. Старики челегелить, как тебе шевардить. Тутла абатланза, юмаклаза, пурна сидеть. Чаварсем деть. Тить. Жнавахта бумы деть. Пурзешмар, пурда деть.
Каждый день веселится по Ирландии, и Бахамон Шендиозный город. Такие люди, такие писатели, они очень разносторонне талантливые. И певицы, пишут на чувашском, на русском. Они, каждый сам по себе может дать один концерт, провести вечер. Давайте-ка послушаем нашего чувашского улыпа Владимира Мишана. Владимир Мишан, Владимир Михайлович, Каргашин, Серединенко. Не смея любоваться взглядом, не нарушая ваш покой, где окажись я с вами рядом, одариваюсь теплотой, и ваше милое молчание, а полупрелестных ног шушанье одновременно, разом, вдруг, грудной мой сердечный стук, как кротко чудное мгновение, как только страстное стремление вдруг оказаться с вами там, где вы одни по вечерам, где трепет предсумрачной прохлады в ночную фею превратит и пуще образ воплотит в богиню вас самой Лады. Минуты эти счастлив я, а помыслы мои блаженны. Значит, город Чебоксары, город Москва и Рим. Вот эти три города расположены на 7 холмах. Поэтому наш город, он настолько величественен, он настолько красив и несет столько добра, столько энергии чудесной. Вот приезжайте к нам в гости, вы увидите, какие у нас места, какая Волга, Заволжье, вообще чудесно. Чуваши в Российской Федерации мы по численности народа занимаем 5-е место. После русских, татар, помните, украинцев, башкир, президенте Российской Федерации, Петр Александрович Чекмарев с нами. Поднимитесь, пожалуйста, сюда, да. Москвичи и те, кто сегодня присутствует на этом мероприятии, я, во-первых, хотел вас поблагодарить за героический поступок приехать в Москву. Я, конечно, не ожидал такого состава, и, можно сказать, мы не совсем готовы к вашему приему сегодня. Но, тем не менее, мы на будущее будем готовиться очень серьезно к вашему приезду. И хотел бы, чтобы вот такая встреча, она была у нас ежегодной. Накануне Акатуя, чтобы вы сюда приезжали. А мы к этому времени будем уже серьезно готовиться и серьезно проводить это мероприятие. Мне не совсем удобно, что наши московские писатели и журналисты сегодня не все участвуют на этом мероприятии. Те, кто пришел, спасибо. Но те, кто не пришел, мы им сделаем порицание, чтобы они все-таки с земляками встречались, знали свою родину, свои корни, откуда они вышли и какими стали в Москве, благодаря именно своей родине, то, что они почерпнули от своих предков, которые родились в Чувашии, с молоком матери им передали чувашскую культуру, и они стали талантливыми благодаря земле чувашской. Поэтому они должны были просто сегодня здесь быть
на этом мероприятии. Я надеюсь, что в дальнейшем так оно и будет. Ну, что хочу сказать. Конечно, народ чувашский очень талантливый. Исходя из всех вот сегодня уже показанных картинок и так далее, я могу что с этой стороны сказать. Я очень хорошо знаю Ивана Яковлевича Яковлева, не из-за того, что мы с ним были лично знакомы, а из-за того, что я работал на родине Ивана Яковлевича Яковлева, главой района, в Тетюшском районе, село Кошкиново-Тимбаево. Может быть, многие из вас и приезжали в то время, когда я работал. Вот давайте вспоминайте. Почти все были. Вот Валерий Тургай, он вот каждый год приезжал именно по этим мероприятиям. Ну и Михаил Сеспель учился в Тетюшском педучилище. Мы тоже в честь него ежегодно проводили различные мероприятия. Даже лыжный пробег каждый год проходил от Тетюши до села Сеспель Канашского района. И, конечно, изучали его поэзию, историю этого человека. И гордились все, что именно этот человек учился в этом педагогическом училище. То есть он своим именем украшал это училище, и все его знают и помнят те, кто учился в нем. Особенно чуваши, которые там учились. Должен сказать, что в Тетюшском районе 22% населения чуваши. Вот это так, я примазываюсь к вам, чтобы почувствовать, что я свой, ваш, и рядом вместе с вами всегда. А вот Анатолий Иванович, он вообще почти со мной в одном классе учился в нашем селе. Так что он вам вечером расскажет. И я ему благодарен. Он вот взял на себя очень серьезную миссию приема гостей, вот, за что мы ему очень благодарны, и мы его еще раз благодарим. Ну что, уважаемые друзья, хочу вам пожелать больших-больших успехов в вашем творчестве, во всех ваших делах, и чтобы вы всегда прославляли свою родину, не только находясь в Чувашии, но и находясь на всей земле России и всего мира, чтобы ваш голос, ваши произведения всегда был слышен во всех местах. Вам спасибо, с праздником вас, со встречей. Завтра Акатуй тоже праздник большой, поэтому надеемся, что вы и завтра еще активно там поучаствуете, выступите, и чтобы все вас видели, знали, что есть у нас гордость чувашского народа, чувашской земли. Спасибо вам, всего доброго. Еще приятнее было бы, если здесь был бы полный зал. Это вообще будет? Обещаете? Ну, аплодисменты в первую очередь. Очень приятно. Я очень люблю свою Чувашию, свой город Чебоксары, и поэтому эту песню хочу спеть для вас. Автор этой песни сидит вот рядом с вами, Альбина Юраду. Она написала стихи для вас, конечно же. Поехали! Мастан азамран, кабаршу башкар, шербиндерле сурванран, азамат искар, шурашу башкар мес, пермана гидин, эмрсива пуранес, сауна чабашье, анладал тинистек сара. Что мы лебеди, хавок саланат, шурашу башкармес, термана гидин, эмрсива пуранес, сауна чавашье. Я очень хочу, чтобы вы ценили вот это отношение, дружбу между собой, ценили то, что вы делаете друг друга, да. И вот сегодня сказала певица, что
Светлана, да, или как? Людмила, да, Людмила сказала, что вот очень, вы сказали, что очень тесно сотрудничаете с эстрадой. Это опять же вот те ростки, те удивительные моменты, когда надо находить точки соприкосновения в нашем бушующем этом море. Я приехал в Челябинск, а в Челябинске писатели пошли на то, что они заключили соглашение с местным институтом культуры, и там местные ребята, студенты, которые учатся на театральных и кинорежиссеров, да, они свои дипломные работы пишут только по произведениям челябинских писателей. Вы сохранили и язык, и культуру, и сколько бы у вас не было, 10 человек или 1 миллион, вы великая нация, вы сохранили то, вы сохранили свой язык, вы сохранили культуру, вы думаете так, и это очень важно, поэтому вот вы такие счастливые люди, мне радостно находиться вместе с вами, и еще раз говорю, что вот те новые проекты, которые Лидия Ивановна приехала, она решительная женщина. Я сидел в Брянских лесах, ни о чем не думал. Она сказала: Николай Федорович, вечером у нас 18 часов в Доме национальности вечер. Вы должны быть. Вот я на этих машинах, на перекладных приехал к вам, чтобы завтра уехать в Ярославль. Спасибо вам за вашу любовь к вашим сотрудникам, да, к нашим писателям. Сейчас у нас идет обмен билетов членов Союза писателей России. Мы подготовили определенное количество уже, да. Но сегодня вот вы вручали, вы говорите, да, кто? Писатель Чувашской Республики. Знаете, мы за билет за номером 0001 мы вручили Юрию Васильевичу Бондареву, за номером 0002 фронтовику Владимиру Бушину. И вот Бушину, когда вручали в ЦД, я вам так посмотрел, говорит: у меня был билет с орденом Ленина, Союза писателей СССР. Затем у меня был билет Союза писателей России без ничего. Сегодня мы приобрели статус билет Союза писателей России с гербом России. Поэтому я вручаю вам этот билет. Мне радостно это сделать, и в вашем лице, вот вашим самым высоковым, самым тем уважаемым людям, которые не смогли приехать, и Федор Лигер, которому передайте большой привет от меня, и Валерию Тугаю, да, Валерии, как он себя называет, большой привет, но вручаем вас этот билет. Каждому... подождите. Еще. И значок. Друзья, у каждого члена Союза писателей России вот такой значок. Если встретитесь с таким значком, не трогайте этих людей. Они так бедно несчастные, они пытаются что-то думать. Вот сегодня я зашел, стою около раздевалки, заходит женщина, да, говорит: вы вахтер? Я говорю: да. Разденьте меня. Я понимаю, как это самое. Из Союза писателей вызывали швейцара, да. Ну вот я снимаю, раздеваю, вешаю эту самую, да. Поэтому, друзья, мы все с вами, и вот эти значки, которые будут указывать на Союза писателей России, ой, давайте вот из уважения, вот я свой снимаю. Ой, вообще здорово. Все уважение и за то, что вы сделали. А это запасной. Спасибо. Это даме позволительно брать награду в ручку, а тебе можно сейчас. Дмитрий Сусин, он у нас учитель, руссовед вроде бы, да, Дима, насколько я помню? Историк. Но он пишет такие замечательные стихи, потом расскажет о себе. Ну, Николай Федорович, не можем отпустить вас без подарка.
Я была у вас, видела, есть куда ставить, поэтому, пожалуйста, это Союзу. Спасибо огромное. Спасибо большое. Спасибо. Чтобы была библиотека всех чувашских писателей. Как только новая книга, сразу нам присылайте, мы ее на самое видное место, библиотеку полпредства Чувашии при президенте Российской Федерации. Так что ждем ваших книг. Губернатор учредил губернаторская библиотека. И он у себя, у приемной, губернатор, поставил стенды. И все книги курских писателей, они стоят в приемной губернатора. И все вольно-невольно, которые ждут приема губернаторов, они читают и смотрят, да. И заходит, губернатор спрашивает: ну, заметили, какие еще книжки наши написали писатели, да? Вот так приобщает губернатор к литературе. Поэтому идея великолепная, дай Бог счастья. Спасибо, Николай Федорович. Ну, Анатолий Ильич Кипеч, это наш аксакал, это наш любимый отец, старший брат. Анатолий Ильич, пожалуйста, к микрофону, пока он идет, я расскажу, что да, все-таки у Союза средний возраст товарищей, земляки, 65 лет. Микрофон. Хаман Саваба, Юруба, что-то был зал из Игайзакилемси. Секунда Ларада, на в селе, вот Хутемеле Саванда, Хутемеле Юранда, он чашу уже был мало, чашу уже от Сабурза, селе тебе жили из Игайзакилем. А селе Пурзрада из Игаяда Птван Яла, в родную деревню всех я сходят. Ужу мне тухсата раще, пусть не устнаем разе. Яланах чуна турдаще, выявляна выранзе. Таван ялам, сауна таван ялам, эзе манар кашарасам, эзе мана, ой барасам. Анатолий Кипеч, Халидинда, Унда, Устала Бурманцы, Кумандел Негаски, Зигарев, Мукаем, Шаблавиха, Панажа, Гажала, Тиранзуня. Все вы побыли в родной деревне. Вспомнили, как вы там пешком, босиком бегали. Вот искусство на то и существует, чтобы вот напоминать, пробудить. Вот в данном случае мы с вами побыли в каждой родной деревне. На Востоке тут женщин чуть больше. Я стихотворение. Ну, кто такой супруг? Вот примерно вот так. Может, день Мендини, чем Рошанчик Курдени, Черепсула Хлобулца, Кровавый Халпаны, Черешил Балавца, Авасанца. Может, день Мендини, Чумра, Шагармагари Булзан, Барнебу Никашерны. Может, день Мендини, Чумра, Ыла Курдени, Вафлахрада Килинзе, Хавасланза Бурны, а сейчас не исперзе. Парнек, на теперь я раз поведу ваше далекое детство. Вот такое детство. У нас образ молодости. Шутен женекидем, сархевельбе юслем, щава сархевелем, пульчем ананем, щамраклах чагеспек, ховарт весекайре, шевелебек выляре, манану мамра, щамраклах чагеспек, Хаварта бешекайре,
урбен сонаре, юльча замра. Чебоксары в какой-то степени вдохновляют, видимо, поэтов. Так и должно быть. Он у нас очень хороший город. Говорю, что как дела обстоят в нашей республике, если в нашей республике хорошо обстоят дела, значит, это вызывает чувство гордости у всех в республике. Вот я вижу здесь солидные люди, они всегда относятся вот, и к судьбе республики положительно. Это хорошо, хорошо. Вот я, значит, являюсь автором гимна Чебоксар. Анатолий Ильич Чуваш, Халов, писатель, народный писатель Чувашской республики. Литературно-культурные марафоны, в рамках которого мы еще в прошлом году выезжали в Республику Татарстан, в город Нурлат, выезжали в Ульяновскую область, в Тилинский район, поэтому продолжаем выезжать в регионы. Вот сейчас мы у вас, в Москве, а в конце августа выезжаем в Самарскую область, Писаклинский район, где родился наш другой народный писатель Хведер Уярдинини, не булинде чашсе махавит, август вечендева чамда газиглепер. Так что работаем, не только выезжаем, конечно, мы прекрасно понимаем, что главная задача писателя – писать, творить для последующих поколений. И вот это последующее поколение, представитель молодежи Светлана Гордеева, пожалуйста. Это серия «Салам Лаза», «Ирысылых», что надо. Желаю вам всего хорошего. Сегодня действительно у нас очень большой праздник. Впервые проводится в таком прекрасном здании в центре Москвы вечер чувашской литературы. Я пишу стихи на русском языке. И, конечно же, мы с вами понимаем, что любовь к отчизне начинается с любви своей малой родине. Я родилась в селе Комсомольское. Я очень надеюсь, что, может быть, в этом зале кто-то есть тоже, мой земляк. Или завтра на году я кого-то встречу. Все, салам-салам, земляки. Очень приятно видеть ваши лица. Вот, и я хочу прочитать стихотворение о своем родном селе. Когда идешь заветную тропою, которая выводит на пригорок, и видишь Комсомольский край родной, который с детства и любим, и дорог, ты понимаешь, который как жемчужина речная лежит маня на берегу Кубни, и хвойный лес от края и до края к объятиям руки распростер свои. Ты понимаешь, что слова не смогут вместить всех дум о родине моей, и никаким высокопарным слогом не передать привязанности к ней. И все же я хочу, стихи слагая, все добрые слова о ней вместить. Сказать, как дорога земля родная, за все ее благодарить. Это тоже большой друг наш в Москве проживает. Давай, не знаю, как поступить. Я хочу подарить эту книжку тому из вас, кто назовет мой любимый цветок. Дело в том, что я пишу стихи для детей, да, и вот недавно вышла книжка «Буквы в букете», цветочная азбука. На каждую букву алфавита нарисован мною уже, потому что я художник по первому образованию. Цветите! Валерий Николаев, представитель товарищества Сына Отечества, кстати. Молодец. Когда Светлана сказала, а то здесь есть ее земляки. И когда я услышал, что она из Комсомольска, она, может быть, сама не знает истории. Я ваш земляк, самый близкий. Да вы что? Да. Я вам скажу серьезную историю. Село Комсомольское, это было названо в советское время. Так ведь раньше быть не могло. Когда Петр I начал кораблестроение, он искал лучший лес для кораблей. И вот в тех местах, откуда я и Светлана, туда Петр I отправил людей из разных губерний. Но первыми поселились мы. Село Большое Подберезье, Кальбицкий район,
Республика Татарстан, но тогда не было республик, тогда были губернии и так далее. И когда жители села, прорубая леса, сплавляя их по Кубне, Свиягу, Волгу и так далее, они продвинулись до Комсомольского нынешнего. Там есть село Большие Кошели. Это село, которое основано, является основой села Комсомольское. И часть жителей из нашего села, родного, из моего, переселились именно туда, в село Большие Кошели. И до сих пор она существует. Почему Большие Кошели называется? Потому что сказали люди, кто хочет больше заработать, и кто лучше работает, переселяйтесь в эти места, вы времени не тратите на разработку, вернее, на переезд, туда и обратно, потому что ездит с утра на лошади туда, вечером обратно. И вот часть жителей переселились. Вот я как посмотрел Светлану, она прям похожа на жителей нашего села. Моя ребячка, самая ближняя. Горжусь, просто горжусь. Видите, какие подробности. Спасибо большое. Так получилось, что я стал детским писателем, о чем в детстве даже и не помышлял, хотя очень любил читать книги. С детства меня видели всегда только с книжкой. В садик я шел, и воспитательница говорила: ну, профессор идет. Но вместо профессора получился писатель. Причем писатель детский. Почему-то я писал и для взрослых. Вернее, я вообще хотел стать солидным, взрослым писателем, таким как Лев Толстой или Достоевский. В крайнем случае, как Чехов. Да? Но так получилось, что стал записывать истории детские, а с детьми меня постоянно сталкивала жизнь. Я по профессии педагог, и в лагерь детский, и в деревню ездил со своими племянниками, двоюродными братьями возился всегда. Мне бы надо резерв. Мне бы надо. Мне бы надо двора резерв. Телевизор. Чаплаве, таван сенженде, юдар сенженде, чамбеги, самне женде. Мне бы надо двора. Чувашлай баласамар, ан водан артаван замахран. Чувашсем, чувашлай глазамар, ан не менее чуваш пулмаран. Чувашсем, еп сирге бурнадыр, еп телейле чуваш пулмаран. Чувашсем, еп сирге мухтанадыр, тыржадыр вайжит недаран. Еп чуваш пулнебе мухтанадыр, мадезесен булман черере. Так тазада, хитре, шубашкаром, сангети, урщуп, тенджере. Халя выросла про родительский дом. Однажды я приехала в деревню, вот и у меня такие стихи получились. Какая деревня? Деревня, Канашский район деревни Остоял, деревня маленькая такая. Изба родная. Долго-долго, придя сюда, могу стоять. Щебечет птица над порогом. Я жду, сейчас зайдет и мать. Ах, сердце, сердце, успокойся, как трудно нам порой понять, что заново родиться свойство нам не дано. Не сможет мать уж из теней войти к нам снова. И лишь сирень глядит в окно, и сердце вылечит больного. Надежды мне не суждено. Я в темноте прильну к постели. Пусть птицы в гнездышках свистят, как будто в теплой колыбели своей деревни я в гостях. Спасибо большое. Северный самый известный на сегодняшний день прозаик. К тому же она генеральный директор
Бурнары Дорстрой, строительная организация Бурнары Дорстрой. Распалю, не знаю, что это. Ага. Чаваш Нагалаш. Ну, добрый вечер всем. Бурнедели Гачпалдар. Хамар Чигебега Нагаласан был Чавашлан Нормандизе Бурдачавда. Я, конечно, прозаик. Я больше прозаик, чем поэт. Последние годы я родилась в Урнарском районе, села Альменево. У меня Улька — это имя мое, Ольга, а Альмень — это моя деревня, село Альменево. Может, кто из Урнарского района есть? Последние... А? Есть, да? Хорошо. Последние годы я работала над своим романом «Не уберегла тебя». Тут Лида говорила, генеральный директор там... Прайма Рамзана это. «Не уберегла». Ну, Прайма Рамзана на русском, но «Не уберегла тебя». Тут у меня муж умер внезапно, мне пришлось занять его место. Вот у меня роман. Последние 5 лет я работала над этим романом. Тут роман есть 2 части, 2 и 3, но, к сожалению, первой части нигде нет, она очень быстро распродалась. Я вот недавно присутствовала на заседании министерства, там сказали, директор книжного издательства, что по просьбе населения они будут печатать первую часть. Это для меня очень радостно, конечно. Но тут для всех место надо, время надо. Я уже сказала, я прозаик, но иногда пишу стихи. Тут в сердце каждого человека есть такой уголок, который нас радует, манит, иногда и огорчает, из которого мы в молодости стараемся убежать быстрее, но с годами мы хотим туда вернуться, пройтись босиком по росе, слушать соловьиные песни. Вот про нашу деревню тут сегодня Кибеч тоже песню пел. Хамар Ялтинди. Щуралны ялан улых щаранне, юратны ебе мен потекреней. Чучу жакса ертерне мангуне, воевыляна саванза херзей. Туаинджи, водам шавал жудне, сагал потратные бергулень. Келей тупма, чичик люзинче, солдат тюмми, ширана хемлинзе. Ташта да щитермебе, пулда инжитре. Илергюле, ну май жак шержинже, ишсе еп курдам, терле тенесре, бедуин бада утром эрперле. Пурнышлама майгил жемеде, Иерусалим да манан черере, Белоруспа мандуль чекереге, тусло шинжен епширдам кенере. Ошта гайзанда пирень таванзем, тус йолдашсем, пиреге дегензем, шабах удачи тунзага черем. Жески лече ман щелгуш шивне. Щуралны ялым ман таван гедес, тошта гайзанда эзе черерей. Вартанлахна камран итса білес, минмач неден пире эмеребей. Улька Ельмень, сувенир сылхы завели не прям шкудытером. Мотор. Новое стихотворение говорит. Ну, следующую нашу теперь писательницу знают везде. Ürgaşbudur, tavanzem, duzumsem, yendişimsem, yежнозаикземер, аякричи вашерин день, ашагын вызыкыш юрадула салам. Добрый вечер, мои милые, любимые земляки и, конечно же, гости нашего сегодняшнего поэтического вечера. Пару слов о себе. Я дочь 2 великих народов. Один народ — это русский, второй народ — это чувашский. Папа чуваш, мама русская. Мама родом из Владимирской области, деревни Липни мы проезжали. Папа родом из Чувашии, Батырский район, село Нарваш-Шигали. Наш род поэтический, песенный. Мой прадедушка Шевич Киргури, мой дедушка Яко Яборе, мой отец Василий Вилвакай, моя сестра Раиса Зарби, моя тетя Клара Чекушкина, мой дядя Владимир Чекушкин, моя племянница Людмила Николаева, моя дочь Ольга Любимова. Все мы пишем стихи. Вот так вот получилось. Пару слов еще о себе. Я автор более 20 поэтических книг,
профессиональный журналист, дружу с газетой «Шамрак Сенхажачи», там у меня есть рубрика «Поговорим по душам», и, конечно же, Леди Лан для меня нашла рубрику «Юраду Гереги. Гостиной любви» Таванадали. Так что всем советую выписывать мой любимый журнал Таванаду и газету «Шамрак Сенхажачи». Куда же она так беспечно, стремительно мчится, задевая крылами летящие вслед облака? Птицы дни, хоть на миг опуститесь на белые ветви. На самом деле красный цвет, я даже не знаю, кто первый сказал. Можно я подарю полпреду? Все, у нас такой сегодня... У тебя еще диск есть? Правда, вы серебро не едите. Я пробую серебро. Я всегда говорю, будущий народный поэт, писатель Чувашии. Задам вопросы, чтобы вы подумали, они не настолько легкие, чтобы вот угадывать. Подумайте, я потом прочитаю несколько басен, и потом, кто додумался, кто знает ответ, поднимите руки и разыграем вот два подарка. Первый вопрос. Я пишу и прозу, и пьесы, и басни, то есть разные жанры. Вот в последнее время очень много у меня басен, потому что жизнь сегодня такая, извините, чиновники такие, что вот смотришь на чиновника очередного и рождается сам по себе вот басня. Это вот я не выдумываю, просто сама вот еду в маршрутке и рождается басня, успеваю только записывать. Поэтому первый вопрос про басенников в чувашской литературе. По-моему, это общепризнанно, есть 3 самых плодовитых басенников в чувашской литературе. Вот подумайте, сразу не ответите. Это первый вопрос. Второй вопрос. Я уже сказал, что занимаюсь разными жанрами. И опять цифра 3. У меня на данный момент в 3 театрах Чебоксар, Чувашской Республики идут спектакли. Несколько спектаклей, 5-6 штук в разных театрах. В каких 3 театрах? Тоже подумайте. А пока я... Призы будут, подарки будут? Да, призы будут. Я сейчас прочитаю несколько басен, в том числе и политических, и другие злободневные. Чавашла, я Чавашла жирав. Дурсла жираканцем мазу пушники думай. Шарбат я Чавашла жирав. Убалла демократия. Юмаллах рахаль демократия. Кулен жира кемдарлы партия. Пур убазен, пур ажаксен, пур копашка юрелизен. Тада пачах юрезарзен, шаваганзен, шунатлызен партиязен. Кирек хашнике мес пулгарадан. Канезлерде баршиксыр бурнадан. Ку иреклех паллы пайды. Размахбагу демократия. Анжах, нумайл габу мару бутенде. Ворман баршик чертунзине буштарде. Калес пулат буринди партине. Мулгаш пюрденда хошне. Паллах вайвызене. Чухладыр болы мэнжене. Енденде суйлазан орхине. Корткарт хыжат сюйлеваш энзине. Немскерде бурма жибиле. Сюк-сюк, тиян гуладуба. Сире. Немскерде бульма, әш вырыне бульма, хизепле ятта бульма, сиплем вали эмелде бульма, бір шымылықта бульма. Мәнгаласа онландыр бұлы қауырақ, бір журналда шапла жібәш, сынақ сырақ. Юбанба дүнгада, Пачахта брахыш вармана, бір рейді тазат мажына, бір дрень ашқырса үзет, шилбе еваны юмы жесерет, капла гайзасын малашне, манас булат варман мәне. Юман ним двайма генне, тунгадана ужат чүнне. Унчен гундачи лай үзече, ача-пача жүпса жүрече, кәрбуненде комба бұғачыш, едутлы мойы бұштарачыш, халь пәтрейо, пужақ варман, нишанда кумбеки бурман. Херсех варжат юман куллен, леш тунгады,
кулатием. Варман хучеш тажле, бол биде сүйрекенешле, ендендерге таймазан, улхене лапсанаван, шаплаве тузын дұрындада, ебрек решке варманда. Ахажалых, сармалых, асраиза яланах, шел замирчер, ебан малых, емахладов, эпсанбах. Ах, мое детство счастливое, годы проходят, я все возвращаюсь и возвращаюсь к тебе. Значит, в основном я пишу для детей дошкольного возраста, младшего и среднего школьного возраста. Ну, есть лирика, пробую себя и в сатире. Пытаюсь, да? Стихи переведены на русский язык, перевела их наша русская поэтесса Людмила Павловна Симонова. Умамра ем ежель сад, хайбатне манатурдать, саумие кош тулы, энергик чии ширлы, хурлахани хуралать, тут ласыткин бит улать, хамлаширлы херели, тадыр, таганадырки, шеремчинче шер ширлы, шады жилыш чи сипли, ханаланыр тузымзем, тетвал хайбатне чензе. Шамран жилет пермай, вылят савыл хюлене, керсе гайре хющене, и тремной бір сазызем, кам хатене кардышне, ак улайчине, хельзем, ежынзам семье ишне. Шабыл мамак шымкизем, пиллеген икенбізем, сырзаилдеш курарга, таринжен тетри баха. Суравна Удахстан Республикінде, Сәтен районында, Нажымынский районы, Сенезбе районында. Бұрнады Ульяновск Альценберде, Тусла бұрнады Чуваш Республикінде, писательдерге Апесенде, Сәмбарет Кундабаян. Картабыз Сирексенде жын, Диванны, Акундарман Пәтбекінеге тұтынсы, Шурашкая, Ажазын Вали, Шурашка Бұртазирна. Нуман Бундегенеге, сегодня в Ульяновской области Канаш Хазатра, оставим Сиренегичу, Сабутра, Аку Кенеге, Халиб Дура, Иван Яковлевич лежит здесь, в Москве. Но он долго работал, всю свою жизнь работал, кроме учебы, скажем, там в гимназии, в Ульяновске работал. Сколько лет он проработал в Ульяновске? 50. Тяжелый вопрос, я тоже не знаю, честно. Это самое элементарное. Ладно, легче что-нибудь давайте придумайте. 30 лет, 50 лет. 50 лет. Пока нет, давайте лучше. Давайте наугад тогда, наугад. 58. А вы говорите полгода. 37. 49. 54. Кто сказал 55? 55 сказал. Я Таланзем, Ендерсем. Вы позвольте мне сказать по-русски, потому что я сейчас волнуюсь и могу, как-то не так сказать. Здравствуйте, мои дорогие земляки. Анатолий Ильич, низкий поклон. Вы и Лида, два человека, ради которых мы сегодня сбежали с работы чуть пораньше и пришли сюда. Сердце колотится от волнения, от радости, от того, что такое соцветие культуры национальной. Светлана, здравствуй, дорогая. Здравствуй. Такая красота, такая поэзия, поэтика, музыка, политика, чиновники тоже здесь. И мы с вами, те, кто расстались с Родиной, с малой Родиной, приехали сюда, в Москву, и ни на минуту, никогда не забываем, ни на секунду, нашу Волгу, наши Чебоксары, родной Канаш, деревни Средние Татмыши. Это то, где по оврагам я бегала, обретала такую силу, свободу. Я все время думаю, почему я так люблю свободу, почему я такой какой-то ничего не боящийся человек. А потом вспоминаю, а овраги какие были, а горы какие, а пруды какие большие. Я готова, честно говоря, памятник ставить, это я не преувеличиваю. Могу орден за заслуги перед Чувашской Республикой дать, если бы оно было. Почему? Потому что это на самом деле
жизни 40-50 лет подряд. Поэтому Анатолий Иванович Волков, Кирилл Хагунадакашин, Тавгуджа, благодарственное письмо от Союза профессиональных писателей Чувашии. Малашники Перещак Бекуцеев. Да, больше. Питер, спасибо. Я очень рад серии Эмре Марахизе Презе, Бактизем серии Украса Бурундар. Волноваться туда раньше вообще микрофоны. Без микрофона лучше. Да, я просто хочу сказать вам, вот много лет я с ними дружу, много лет, меня вот как они учили, как старший Анатолий Ильич, вот Лидия Ивановна Филипповна, мы всю жизнь вместе, когда я молодым были, они мне показывали, как работать. Сегодняшний день я вкладаю, я сколько лет работаю в жизни, сегодняшней молодости, как они мне показали, как работать. Вот, Кроме того, благодарность от редакции журнала «Тванадл». Это единственный литературно-художественный журнал на чувашском языке. Кстати, в 2018 году стал лучшим этническим изданием России. Вот так вот. И с нами Отечество дружит. Хорошо, Сванаргу. Сиритларах, Чувашан Вильня, литература, пыди пызык үзімсе, тузабуны, Чуваш херезембек ачизенеман, баяндигун, пушта яскелечеречи, шеге, сывлахлы болыр, яна сырным решузем тагыр бутчыр, егер болна бур булатпыр. Николай Прохор, чинжен жүргізем, валишсе бар, валин келін қашып. Аха. Егер зерінде мұқтанат бар, анжақта қайшы шабдері кеске шел болинде. Но тел болзем, малла болза браса шабзақтырат бар. Эльвира Смелова. Елена, давай. Готовится Эрик Васильевичу Васильеву. Дорогие друзья, слушайте, очень важная часть официальной части нашего мероприятия – это передать пламенный и огромный привет от Льва Пантелеймоновича Куракова, академика, председателя Ассамблеи народов Чувашии. Это один из самых активных лидеров Чувашской республики, я думаю, Российской Федерации. Его очень хорошо принимают на уровне России и даже стран зарубежья. И хочу сказать, что Союз профессиональных писателей нашел свой дом именно в Доме дружбы народов, где и находится Ассамблея народов Чувашии. Поэтому добро пожаловать в двери Дома дружбы народов, двери Союза писателей и двери Ассамблеи народов Чувашии открыты. Мы рады вас видеть в Хузангае 20. И мы благодарны вам, землякам в Москве, что вы активно поддерживаете все наши акции в социальных сетях, лайкаете, как сейчас это говорят. И наш проект «Портрет современного писателя Чувашии» мы планируем опять, значит, выставлять на конкурс фонд президентских грантов. Мы уже пробовали это сделать, сделаем еще раз. И отметим, что участники этого проекта республиканского мы в 2017 году его провели. Это возраст от 3 до 70 лет. Огромный резонанс. Читатели знают своих писателей и любят их. Поэтому этот проект должен жить и даже, я думаю, что развивать свои границы на уровне Российской Федерации. Спасибо. Елена Светлая, микрофон отнеси, пожалуйста. Анги, иди и лемле вечера и тени я тебе люди занладу. Ну, молодой штаб пришла глазят. Фактически я представляю сегодня Московскую региональную общественную организацию выходцев из Чувашии, офицеров Сына Отечества, которые объединяют в своих рядах более 400 офицеров, в том числе и есть генералы, адмиралы, есть ученые, и, можно сказать, замыкают наши ряды сегодняшние курсанты, которых в Москве тоже более 100 человек. И я так думаю, что, к сожалению, едем, что сегодня не смогли. Может, не было времени, все всякое бывает. Но, тем не менее, мы передадим вот ту обстановку, вот, которая сегодня была, обязательно, чтобы до всех дошло. А так, мы сегодня пополнили, можно сказать, свои души именно той поэтической, поэтического вдохновения, поэтической натуры, которая здесь сегодня была.
Шакирна бурде билетленде, хал вот решил кушир, вот решил утла ман репертуарда бурна изите билет Шакира. Кайры маклаузан, таванна кюри, сиреженде бирежен парне буласа эбе штанады. Юда амдара прибырле? Алла улан амдара билетленде, алла жопка. Сынайсыне мандары мандары, бірле юласа бұқар қажатна. Очень хорошее выступление, талантливые люди, они от земли, из родного края. Я думаю, что они сегодня и внедрились, и дальше будут внедряться. И пидикилишь мана пахигаш. Шакмбек уяв гаджезем час запулмаш мускавра. Пиди хаваста Шакмбек мероприятие мирчерзе банажен. И самое главное, паян пиди талантлы, пиди пулдарулы, матур чувашчины земгилде житни бульдедеп. И шавамбаларда савынадып. Вы знаете, глубочайшим уважением отношусь вообще к народу Чувашии, к республике, потому что нация, которая сохранила свою культуру, которая сохранила свой народ, она великая нация, да? Чувашия сохранила свой язык, сохранила свою культуру, и то, что сегодня здесь, в Доме национальностей, проходит вот этот фестиваль, литературно-культурный фестиваль, да, это дорогого стоит, и, ну, скажем так, явление нечастое для Москвы. И то, что сегодня приехали писатели, то, что у меня проходит сегодня первая такая встреча, потому что было какое-то время, когда Союз писателей Чувашии немного, скажем так, откровенно раздробился, стали жить по своим потребностям, своим законам, и не было какого-то такого единства, да, и не было связи с Союзом писателей России здесь, в Москве. Вот сейчас пришел новый руководитель. Первое, что она сделала, это приехала в Союз писателей России, мы познакомились, мы расставили все точки над «и», мы высказали свое видение нашего сближения, единения, сплочения. И вот те первые шаги, которые наметились, которые
которые уже проходят. Они нас из «Писателя России» радуют. И просто большое спасибо мудрости чувашских писателей, которые смогли вот таким образом объединиться и смогли вот такое литературное поле России. Сегодня мы говорим, что да, Чувашия – это литературная карта России, это одно поле. Мы видим, чувствуем сближение, и сближение достаточно тесное. Я думаю, что будут и совместные проекты, и не только это будет Союз писателей Чувашии представлять какие-то свои идеи, это будет во всероссийском масштабе. Мне очень хочется, чтобы писатели из регионов не замкнули свои национальные квартиры. Мне очень хочется, чтобы это была единая горница. Литература – это единая, да, светильник. У каждого есть свой красный угол. Вот в Чувашии есть свой красный угол в этой светелке в Союзе писателей России. И я думаю, что тот посыл, который в свое время сделал просветитель Яковлев,